Дорогой, сынок, это конец. Не бойся, я буду с тобой и дам тебе силы, когда ты подумаешь, что не сможешь идти дальше. Я подарю тебе радость, когда ты почувствуешь разочарование, и открою путь, когда это кажется невозможным. Помолитесь со мной, Господь, я даю тебе разрешение исправить меня, когда я сломлен, сбит с толку, неоснователен и потерян. Аминь. Я заявляю, что ваше положение скоро улучшится. Ваше здоровье восстановится, ваши финансы увеличатся, и у вас будет достаточно денег, чтобы оплатить свои счета и стать благословением для кого-то другого. Чудеса и благословения уже на пути в ваш дом. Дорогой, Бог, поработай над моим отношением. Научи меня быть более любящим, сострадательным, послушным и смиренным. Сохрани меня от гнева, горечи, упрямства, лени, гордыни и самодовольства. Помоги мне стать больше похожим на Тебя и практиковать то, что я проповедую. Во имя Иисуса, аминь. Я пишу, что верю в ваши обещания. Я буду благословлять вас, пока вы не будете поражены. Ты обещал мне много раз, и написано, что я могу благословить тебя больше, чем ты можешь себе представить, попросить или поверить. Мне доставляет радость благословлять вас. Мне нравится видеть вас счастливыми и идущими навстречу своей судьбе смело и уверенно. Ты знаешь, что я держу тебя за руку, и не отпущу тебя, и не позволю тебе упасть. Даже если враг попытается отвлечь вас от моего суверенного плана, я хочу, чтобы вы начали свое путешествие с радостью и почувствовали себя благословенными и вдохновленными. Пусть улыбка на твоем лице отражает мир, радость и искренность. Прошлого больше не существует. Я позволю тебе сохранить уроки, которые помогли тебе вырасти, но вину, конфликты, сожаления отдайте их мне, я заберу их с собой. Все эти негативные вещи я брошу на дно моря. Продолжайте идти, не оглядывайтесь назад, перестаньте думать о тех плохих шагах, которые вы совершали раньше. Чтобы ты не скучал по ним, по плохой дружбе, по ужасным решениям, по вине, которая тебя мучает за все плохое, что ты сделал. Я заберу у тебя все это, если ты дашь мне шанс. Ты уже раскаялся в своих скрытых грехах, а однажды ты пришел с искренним раскаянием и исповедовался в них мне. Я простил тебя, и все останется в прошлом. Не мучайте себя, вспоминая их, потому что никто другой их не примет во внимание. Я подарю тебе новое сердце и новую жизнь. Вы должны поверить и принять это. Посмотрите на себя с признательностью и любовью. Я пишу, это конец и начало. Держитесь подальше от тех, кто знает ваше прошлое и продолжает вас осуждать. Пойми раз и навсегда, что они никогда не примут того, что я простил тебя и дал тебе новый шанс жить и быть счастливым. Ищите новых друзей. Я поставлю на твой путь новых людей. Я хочу обильно благословить вас и использовать вас, чтобы принести благословение, обеспечение и радость вашей семье и многим другим. Но чтобы добиться этого, ты должен забыть поражение прошлого и поверить всем сердцем в мою безмерную любовь к тебе. Никогда не сомневайся, что я люблю тебя. Если вы верите в это, вы будете процветать. Я говорю это с желанием, и все добро, которое попадет в ваши руки, будет умножено и благословлено. Вы поверите, вы не будете сомневаться. Если ты не прячешься за своими неудачами и слабостями, если ты полностью веришь в меня, поверь и в мое прощение.
И если хочешь увидеть полное благословение, не обращай внимания на обвинителя, не слушай критики и клеветы и не поддавайся в мыслях своих словам завистников, которые пытаются погубить твое будущее. Вместо того, чтобы наполнять вас страхом и тревогой, почувствуйте, как моя рука касается вашего сердца. Наполните себя радостью, миром, надеждой, верой и доверием. Я вложу радость в твою жизнь и хвалу в твои уста. Ваша жизнь изменится, и ваше благословение придет с небес. Изобилие придет в ваш дом, и вы освободитесь от цепей долгов и ошибок, которые вредят вашим финансам. Даже если кажется, что вы переживаете моменты нужды, прислушайтесь к моим словам и посмотрите вокруг себя сейчас глазами веры. Будьте чувствительны к открытым дверям и возможностям. Цените и хорошо относитесь ко всем, кто встречается вам на пути, потому что я благословлю вас и использую удивительными способами. Все чудесные дела, которые я хочу сделать с тобой в трудную минуту, ты поднимешься, и я осветлю тебя среди тьмы. С моей силой ты станешь свидетелем моего величия. Слушай, позволь мне открыть тебе секрет. Многие из моих сыновей и дочерей слышали эти слова, но не все мне верят. Некоторые отвергают то, что я им даю, и оправдываются. Они предпочитают верить тем, кто хочет видеть порабощенных людей в страданиях, грехах, боли и печали. Они отвергают мои благословения, мои слова и мои обещания. Но вы другие, я это доказывал много раз. Я знаю, ты веришь в меня, и я тебя очень люблю. Получите мое благословение сейчас. Аминь. Я пишу, я доверяю тебе. Позвольте мне провести вас сегодня через зеленые пастбища и живые воды, где царит спокойствие. Позвольте мне облегчить бремя, которое вы несете на своих плечах, и дать вам немного времени, чтобы освободить вас от забот. Мое желание – превратить ваши препятствия в благословение, а ваши слезы – в радость. Я действительно хочу обильно благословить вас. Я рад, что вы ищете меня и хвалите меня каждый день. Обратите внимание и осознайте, насколько я вам помог. Даже в минуты пустыни я никогда не покидал тебя. И вы должны это признать. И если я уже спасал вас от неприятностей раньше, будьте уверены, я сделаю это снова. Я не позволю никому украсть ваше благословение. Мой дух освежит тебя, и я никому не позволил ранить твое сердце. Я наполнял тебя силой в минуты слабости и ободрял, когда ты не мог подняться от страданий. Вы испытали, что значит любить, потому что вас так любят, выбирают и ценят. Моя любовь к тебе безусловна, и я буду продолжать демонстрировать ее каждый день. Пишу «Спасибо, Боже» и делюсь этим видео с 5 людьми, которые верят в Бога. Сегодня я приглашаю вас открыть двери своей души и позволить моему присутствию царить в вашем доме и в вашей жизни. Вы увидите, как многое изменится, и вас ждет сверхъестественная жизнь. Стены падут, узы исчезнут, и вас ждут бесчисленные благословения, когда вы выберете меня своим проводником. Каждый день вы будете безопасно приближаться к изобилию, которое вас ждет. Вам уготовано прекрасное и светлое будущее, поскольку я вдыхаю в ваше сердце ветер жизни. Ничто и никто не сможет победить вас, пока я веду вас на зеленые пастбища. Ваши враги и проклятия не смогут приблизиться к вам, потому что у вас не будет недостатка ни в чем. Так как я обеспечу, ведь моя любовь к тебе безмерна.
Я буду продолжать любить тебя вечно. Аминь. Я пишу, я все еще люблю тебя, папа. Каждый день я разными способами показываю тебе, как сильно я тебя люблю. Я излил на вас бесчисленные благословения, которыми вы должны дорожить. Мое желание – благословить вас и желаю вам процветания во всем. Сделайте свою душу более чувствительной, откройте глаза и расширьте свой дух, чтобы узнать их. Я благословил тебя на победу и наполнил силой быть победителем. Я простил твои грехи и стер твое зло, похоронив твое прошлое и изменив твою жизнь с новым сердцем. У вас нет причин чувствовать себя грустным и побежденным. Я знаю, иногда ты устаешь и чувствуешь усталость. Но помните, что вам дано мое слово. Я всегда давал бесчисленные обещания, которым вы должны доверять. Когда вы чувствуете грусть, усталость, разочарование и изнеможение, когда вы чувствуете себя ослепленными ситуациями и не можете видеть путь из-за темноты, я с вами в каждый момент, когда вы чувствуете себя побежденным. Я тоже рядом с тобой. Когда твое настроение улучшится и ты решишься сражаться, я всегда буду с тобой. В взлетах и падениях, в хорошие и плохие времена, в болезни и в здравии, в изобилии и во временном дефиците, каждый день, каждую минуту. Напомню тебе, что как я был со своими слугами, которые почтили меня своей верой, так и я буду с тобой и никогда не оставлю тебя. Напишите «Верю», если верите. Я знаю, что эти слова делают тебя сильнее. Вставай, потому что нужно сделать много дел. Поверь мне, поверь в мою любовь, я заставляю твою веру расти, я с тобой. Иди со мной, даже если тебя сильно обрушит буря, найди убежище под моим приютом. Ветры потрясают твою веру, но ты хорошо знаешь, что я понимаю тебя, я твой Бог и одновременно твой друг. Я не буду осуждать тебя за моменты печали. Я хочу, чтобы ты понял, только я могу помочь тебе, когда подстерегает опасность. Не отдавай свою вечную верность другим и не отдавай свою душу никому другому, потому что ты мой, и я люблю тебя. Даже если бури будут громко реветь и ветры будут трясти тебя, даже если ты столкнешься с невзгодами моря, под моими крыльями я защищу тебя, и моя рука сохранит тебя. Я также знаю боль, я знаю, что это такое, когда те, кому ты доверяешь, покидают тебя, когда враги пронзают твою душу ненавистью и отсутствием сострадания. Я понимаю, что значит любить до смерти и отдавать свое сердце, даже когда оно возвращается с презрением. Я понимаю тебя и знаю, что ты чувствуешь. Введите 110, чтобы получить его. Вот почему я хочу, чтобы ты знал, что я забочусь, когда твои слезы текут фонтаном и твое сердце наполняется грустью и тревогой. Я рядом, смотрю на тебя, забочусь о тебе. Я забочусь о тебе. Я хочу, чтобы ты понял, что можешь мне доверять. Пусть вы удалите темные мысли о поражении из своего разума. Ваша жизнь имеет для меня большое значение, и я буду привлекать людей, которые любят, ценят и ценят вас. Белые души, которые будут заботиться о вас и помогать вам расти, исцеляться и добиваться успеха. Я забочусь о тебе, я забочусь о тебе, я ценю тебя, я ценю тебя, я забочусь о тебе, я люблю тебя. Дочь моя, сын моего сердца, я хочу, чтобы ты успокоилась и перестала повторять в уме одни и те же проблемы. Дай мне это время, не впадай дальше в уныние. Держа тебя в своих объятиях, я благословляю тебя своим миром.
Откройте глаза и посмотрите на путь впереди, не волнуйтесь, не нужно отчаиваться. Вещи, которые я допустил, произойдут, вы их не потеряете, никто их не украдет. Никто не имеет права отнять благословения, которые я даю вам, никто не может увести вас с пути, который я посылаю вам сегодня. Я знаю, что тебе грустно, поэтому ты пришел сегодня со мной. Используйте свою веру и верьте тому, что я вам говорю. Мое слово уже написано, все мои обещания в пределах вашей досягаемости. Прочтите их с уверенностью и верьте всей душой. Вы увидите, как уходит печаль, как исчезает депрессия и как все ваши враги уничтожают себя, когда пытаются причинить вам вред. Испытания, которые вас обескураживают, иногда бывают очень трудными, но я даю вам силы преодолеть их, а ваше сердце наполнится ободрением и радостью. Вы больше не будете проводить бессонные ночи с ноющей душой. Когда приходят тревоги, помните это слово и со всей верой идите вперед по жизни. Сегодня тот день, когда ты принес мне свои молитвы, и я сам отвечаю тебе. Я учу тебя ходить по воде, преодолевать любой шторм с высоко поднятой головой. Ты не утонешь, сынок, доченька, хотя ветры толкают тебя, и волны яростно движутся под твоими ногами. Подумай о тех временах, когда ты любил меня. Вспомни свою веру, подумай обо всех случаях, когда ты взывал ко мне, и я отвечал тебе, освобождая тебя от стольких вещей, освобождая тебя от стольких врагов. Подумай об этом, и пусть теперь твое сердце успокоится, зная, как сильно я тебя люблю и что я всегда с тобой. Напишите «Бог всегда со мной». До сих пор я помогал тебе, и ты здесь твердый и мужественный, не благодаря твоей собственной силе, а потому, что я поддерживал и защищал тебя. Вспомните те дни, когда вы думали, что все кончено, когда люди говорили о вас плохо, и ядовитые языки ранили вашу прекрасную душу, обрушивая вас. Но я пришел быстро, чтобы поднять тебя с земли, накрыть своим плащом и дать тебе воду с неба. Сегодня ты тот, кто ты есть, и ты там, где ты есть, благодаря этой великой любви, которая всегда будет охватывать тебя. Вам еще предстоит пройти долгий путь, горы, которые нужно покорить, и стены, которые нужно снести, и так много мечтаний, которые нужно осуществить. Но знай, что ты всего добьешься, потому что понимаешь, что не справишься один, и что тебе нужна моя помощь. Ваша вера искренна, а ваша невиновность прекрасна. Я хочу, чтобы твоя совесть и разум оставались чистыми, не позволяя никому наполнять тебя чувством вины. Иногда бури попытаются напугать вас, постучат в вашу дверь и пошатнут вашу веру, но помните, что ваша жизнь в моих руках. Если вы столкнетесь с искушениями и конфликтами, оставайтесь твердыми на своем пути, не останавливайтесь. Хотя времени мало, а работа тяжелая, благословения, которые вы пожнете, уже растут прекрасные и прекрасные. Я вложил в вас желания, мечты, обязанности и желание достичь гигантских целей, которые являются благословением для молодых и старых. Я дал вам мудрость, чтобы вы могли давать мудрые советы вашей семье, и я изменяю ваш характер, чтобы из ваших уст исходили воодушевляющие слова. Я решил благословить тебя, и ты будешь благословлен, видя, что моя святая и совершенная воля исполняется в твоей жизни. Радуйся, зная, что я люблю тебя вечно и что моя могучая рука всегда будет с тобой. Откройтесь гигантскому благословению, приближающемуся к вам. Вы находитесь под моей защитой и приютом. Все, что вы получаете,
дается по моей милости и моей любви, поймите и будьте благодарны. Что ж, вы вернете многое из того, что любили и потеряли. Те члены семьи, которые были злы и отстранены, поразмышляют и вернутся, признавая свои ошибки. Положительно, что вы тоже осознали свои ошибки и раскаялись. Прекрасно, что ты решил вернуться на правильный путь, ведь я никогда не бросал тебя. Хоть они и пытались разрушить твою жизнь и отнять у тебя благо и счастье, я вознагражу твое покаяние своей благодатью и добротой. Я хочу, чтобы ты понял, что у тебя впереди еще много лет, и что ты должен прожить их полноценно. Стремитесь продолжать учиться у меня и укреплять свою веру в мои обещания и мое слово. Со мной вы будете побеждать противоборствующие армии, перепрыгивать стены, которые пытаются вас остановить, и совершать подвиги в нужный момент. Когда покажется, что ты достиг конца, ты увидишь, как моя могучая рука рассекает море и прокладывает для тебя путь в пустыне. На вас прольются величественные дожди. Приди ко мне и найди убежище под моей опекой, когда дела станут трудными. Однако, пожалуйста, не пытайтесь вести эту жестокую битву собственными силами. Напишите «Спасибо, Боже, я сделал тебя смелым, чтобы ты поверил моему слову и с уверенностью двигался вперед, зная, что моя рука защищает тебя». Позвольте другим показать свою силу и умения, которых у них на самом деле нет. Но если вы доверяете и верите в меня, вы пойдете дальше других. И если вы будете верно соблюдать мои заповеди, я понимаю, что будут моменты, когда вы потерпите неудачу, когда почувствуете слабость и усталость, не имея желания продолжать борьбу. Но для того я и пришел, умер на кресте и воскрес с силой и славой, чтобы быть в твои трудные минуты и всегда помогать тебе. Я не буду далеко. Если ты позовешь меня, я никогда не откажусь от своего внимания, когда ты во мне нуждаешься, и я никогда не проигнорирую тебя, когда ты зовешь меня. Если вы поверите мне, это изменит вашу жизнь. Ваши страдания закончатся, и вы найдете лекарство от своих проблем. Поверьте мне, когда я это говорю. Прими мой мир и поверь моему живому слову. Аминь. Когда вы закончите эту молитву, поделитесь ею с 5 людьми. Сделайте так, чтобы это сообщение дошло до большего количества людей, и не разрывайте эту цепочку. Я верю в тебя, я верю в твою силу и твою способность изменить мир вокруг себя. Если ваша вера сильна, напишите «Я разделяю Бога». Заключительная молитва. Небесный Отец, в это время размышлений и благодарности я хочу возвысить свой голос к Тебе с сердцем, полным признательности. Благодаря вашим чудесам и доброте вы вплели в мою жизнь путь любви и надежды. Каждый день я просыпаюсь и обнаруживаю Твою безусловную любовь, которая направляет и поддерживает меня в испытаниях и радостях. Ты всегда рядом, протягиваешь свои защитные руки, чтобы обнять меня в трудные времена и направить к свету во времена тьмы. Ваша бесконечная мудрость – мой маяк, и я нахожу утешение в ваших обещаниях, которые никогда не меняются. С каждым моим шагом я чувствую, как Твоя рука направляет меня, и за это я благодарю Тебя, мой Господь. Его создание является свидетельством Его величия, от высоких горных вершин до нежного ветерка, ласкающего мое лицо. Все говорят о вашей бесконечной силе и творчестве. Каждая деталь – знак вашей бережной любви и преданности делу.
С каждым восходом и закатом я вижу Твое искусство в небе, напоминая мне о Твоем постоянном присутствии в моей жизни. В минуты радости мое сердце наполняется благодарностью. Каждый общий смех, каждое достигнутое достижение – это подарок, исходящий от Вашей щедрости. Ваша радость отражается в улыбках тех, кого я люблю, и в мире, который я чувствую внутри. Среди моих благословений я осознаю, что они исходят от Твоей обильной благодати, и за это я восхваляю Тебя, мой Бог. Я также хочу поблагодарить Вас за трудные времена. Хотя я иногда не понимаю цели трудностей, я знаю, что Вы формируете мой характер и укрепляете мою веру. Ваше постоянное присутствие среди бурь дает мне уверенность в том, что я не одинок, и наполняет меня благодарностью и доверием к Вам. В своей повседневной жизни я нахожу возможности служить другим, следуя примеру любви и сострадания, которые Вы нам подаете. Каждый поступок доброты и щедрости является отражением Вашего милосердного сердца. Спасибо за то, что позволили мне быть инструментом Вашей любви в этом мире, и за то, что показали мне, как я могу изменить жизнь других людей. Наконец, я хочу выразить свою благодарность за величайший дар Вашего Сына Иисуса Христа. Через Вашу жертву мы находим искупление и примирение с Вами. В Его жизни и учении мы видим путь к истине и вечной жизни. Пусть моя жизнь станет живым свидетельством Твоей любви, а мои действия – отражением моей благодарности за все, что Ты для меня сделал. Аминь. Мой дорогой сын, пойми, что в твоей жизни есть испытание, которого не может избежать ни один человек в этом мире. Однако, если вы мне очень поверите, я смогу найти решение этого препятствия. Прямо сейчас вы либо игнорируете мое сообщение, либо не полностью следите за ним. Когда вас прервут, вы услышите это сообщение, но будет слишком поздно. Поэтому слушайте внимательно с миром в сердце. Это не шутка и не ложь. Если вы не верите, то оставьте это сообщение в стороне и продолжайте свою мирскую деятельность. Но в течение 48 часов вы поверите в себя, если откроете уши. Помните, что это решение скорой проблемы, которая вас ждет. Вы получаете сообщение через божественную связь. Подпишитесь на наш канал, чтобы поддерживать эту связь и продолжать привлекать эти мощные небесные послания. Бог говорит вам сегодня, что Он услышал ваши молитвы и увидел ваши слезы. Он знает, через что вы проходите, потому что Он был там и все это испытал. Введите 222 для подтверждения. Вы можете построить мосты взаимопонимания между людьми разных культур и происхождения. Он понимает, почему вы стали свидетелем того, как люди теряют работу или страдают от действий других. Он знает, насколько противоречивым может быть, когда люди ведут себя так, будто во всем всегда виноват кто-то другой, а сами никогда не делают ничего плохого. Теперь Он зовет тебя, сын мой, потому что ты постарел, и Он рядом с тобой. Напишите 555, если верите. Это не должно быть смерть, жизнь или мир, потому что они не могут причинить вам вред так, как это видя. Если вы верите в Бога, вы будете знать, что этот мир скоро исчезнет и что люди умирают каждый день. Вам не нужно бояться, что ваше тело будет осмеяно, потому что оно уже мертво, зарыто в земле. Настоящий ужас находится в вашей душе, которая однажды уйдет, оставив ваш дух блуждать по лицу этого мира, всегда ища счастья, но не в силах его найти.
Как ужасно думать, что после закрытия остается только этот мир, чтобы снова умереть, вечно блуждая с места на место, не зная, где вы находитесь и чего вы хотите, за исключением того факта, что Бог предложил нам лучшую надежду. Он послал своего Сына в мир, чтобы Он забрал наши грехи, заплатив за них раз и навсегда, чтобы мы могли иметь с Ним вечную жизнь на небесах. Мой любимый сын, я всегда с тобой, любя и защищая тебя на каждом этапе твоего пути. Поверьте мне, верьте в мой план для вашей жизни. Даже посреди трудностей напишите «Верю», если вы доверяете этому Слову Божьему. Знайте, что я все делаю ради вашего блага. Ищите мою мудрость и слушайте нежный внутренний голос, который говорит с вами через вашу интуицию и знаки, которые она ставит на вашем пути. Теперь вы открыты для получения моих сообщений, потому что я всегда общаюсь с вами. Не бойся, ибо я твоя сила и твое прибежище. Когда ты почувствуешь слабость и разбитость, приди ко мне и найди покой в моем присутствии. Я источник вашего покоя и комфорта. Доверься моей силе, которая проведет тебя через любую бурю. Отдайте свои заботы и бремя в мои руки, и я дам вам необходимую силу. Помните, что вы выше любого испытания, которое может встретиться на вашем пути. У тебя есть способность отбросить страх и принять мою любовь, потому что я всегда буду рядом с тобой. Знай, что ты глубоко любим и создан мной для определенной цели. Ваша жизнь имеет уникальный смысл. Так что примите свою уникальность и дары, которыми я вас наделил. Используйте их, чтобы принести свет и радость в мир вокруг вас. Напишите «Спасибо, Боже» и поделитесь этим видео с 5 людьми, которые доверяют Богу. Ваша жизнь – прекрасная ткань, сотканная из нитей любви, страсти и доброты. Распространяйте эти качества, куда бы вы ни пошли, и вы глубоко затронете жизни других. Помни, что ты – продолжение моей любви в этом мире. Найдите время отдохнуть и найти утешение в моем присутствии. В суете жизни легко почувствовать себя подавленным и упустить из виду то, что действительно важно. Сделайте паузу и подумайте о красоте творения, поскольку оно является отражением моей любви к вам. Найдите моменты удивления и благодарности, позволив своему сердцу наполниться чудом. В эти моменты вы обретете обновление и ясность. Введите 999 для подтверждения. Ищите баланс во всех сферах своей жизни и позвольте своим действиям руководствоваться любовью и состраданием. Не недооценивайте силу своих молитв. Ваши слова способны свернуть горы и произвести чудесные преобразования. Открой мне свое сердце, потому что я всегда слышу каждый крик и каждый шепот. Даже когда ответы не приходят сразу, я работаю за кулисами, выравнивая обстоятельства согласно своему божественному плану. Ваши молитвы никогда не будут напрасными, ибо я верен и отвечу так, как будет лучше для вас. Продолжайте молиться и непоколебимо верьте в мою любовь к вам. Знай, что ты никогда не одинок, ведь я твой постоянный спутник. Я вижу трудности и проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, и хочу быть уверенным, что буду направлять вас на каждом этапе пути. Поверь мне, найди утешение в моей любви. Вместе мы преодолеем любое препятствие, которое встретится на вашем пути. Имейте веру и знайте, что я всегда слушаю ваши молитвы. Примите настоящий момент. Жизнь – это прекрасное путешествие,
и вы находитесь в этом конкретном времени и пространстве не просто так. Находите радость в мелочах, цените красоту вокруг себя и цените отношения, которые у вас есть. Помните, что каждый опыт приносит урок и возможность для роста. Откройте свое сердце чудесам жизни, и вы откроете для себя чудеса, которые вас ждут. Я хочу, чтобы вы поделились этой молитвой с 5 людьми. Сделайте так, чтобы это сообщение дошло до большего количества людей, не разрывайте эту цепочку. Я верю в тебя, я верю в твою силу и твою способность изменить мир вокруг себя. Если ваша вера сильна, напишите «Я делюсь». Боже, дорогой сын, послушай мой голос и найди в моих словах силу и надежду, которые тебе нужны. Ты не один в этом путешествии, и я всегда буду с тобой, направляя и поддерживая тебя. Мне важны ваши мечты и желания, и вместе мы их достигнем. Оставьте сомнения, страхи и тревоги позади и идите с верой и уверенностью по пути, который я наметил для вас. Не оглядывайтесь назад, не думайте о прошлом, потому что то, что грядет, намного больше и прекраснее. Почувствуй уверенность, что я всегда буду рядом с тобой, в минуты радости и печали. В штиль и шторм напишите «Я доверяю». Если ты чувствуешь себя потерянным, подними глаза и найди мое лицо. Там вы найдете мир и руководство, которые вам нужны. Если ты чувствуешь усталость, приди ко мне, и ты обретешь отдых. Если вы чувствуете себя подавленным, позвоните мне, и я дам вам силы и мудрости, чтобы справиться с любым испытанием. Ты мой любимый ребенок, и я никогда не перестану любить и благословлять тебя. Твои дни в моих руках, а твои мечты в моем сердце. Доверься мне, соблюдай мои заповеди, и ты увидишь, как я приведу тебя к полноценной и благополучной жизни. Напиши «Спасибо, папа». И, наконец, сын мой, я хочу, чтобы ты знал, что ты – благословение для окружающих. Ваша вера, ваша любовь и ваше послушание – живое свидетельство моей благодати и моей силы. Продолжайте идти моими путями, будучи светом во тьме и распространяя мою любовь на окружающих. Я люблю тебя вечной любовью и горжусь тобой. Аминь. Помни, дитя мое, что ты уникальное творение, предназначенное для величия. Доверьтесь моему плану, моей силе и никогда не забывайте, что у вас есть возможность изменить этот мир. Выходи и свети своим светом, потому что я всегда рядом с тобой. Во имя Иисуса, аминь. Бог сообщает, что в ближайшие несколько часов ваша жизнь будет благословлена. Однако вы должны прочитать это сообщение до конца. Кто-то из ваших близких пытается прекратить ваши отношения, но если вы останетесь до конца, Бог устранит это из вашей жизни. Каждое предложение в этом сообщении заставит вас почувствовать многое в вашей жизни. Что-то чудесное вот-вот произойдет. Поверь в Бога, сын мой. Бог говорит вам следовать путем истины. Это принесет благословение в ваши дни. Быть посему. Вы были послушны своему слову, и поэтому мы решили показать вам свет, чтобы вы ходили в добром здравии и в присутствии чудес. Напишите «Спасибо, Боже». Ангелы велят вам радоваться, потому что дни славы благоприятствуют вам. Теперь, пожалуйста, если вы верите, что Бог восстановит вашу душу и проведет вас по пути, полному изобилия, напишите «Верю». Многие двери откроются в вашу пользу. На этой неделе вас повысят по службе, и ваши отношения восстановятся.
Во имя этого слова оставайся до конца, ибо ты еще удивишься многим благам. Наш Отец милостив к своим детям. Подпишитесь на этот канал, чтобы ангелы защищали ваш дом, пока вы идете на работу. Бог говорит, что вы должны быть осторожны с людьми вокруг вас, потому что они пытаются вас унизить. Напишите «Вера моя безгранична», чтобы Бог защищал вас от любого зла на земле на протяжении всей вашей жизни. Прошу вас сохранить веру, для меня это крайне важно, так как я желаю осветить ваш путь и позволить вам взлететь высоко. Пусть все пророчества исполнятся во имя Бога. Ваша жизнь будет успешной, и вскоре вы увидите, как некоторые из ваших мечтаний сбываются. Доверьтесь Господу, чтобы каждый день был благословен, и чтобы вы ни в чем не нуждались. В течение следующих 3 дней ваш дом станет свидетелем бесчисленных чудес, поскольку Бог будет посылать благословения, которые изменят вашу реальность. Никогда не ждите такого сообщения, потому что каждое слово означает двойное здоровье и благословение. Напишите «Я всегда следую за тобой, папа». Это будет подтверждением того, что вы заслуживаете благословения в это время благодатью Отца. Кроме того, я прошу вас поделиться этим сообщением со своими близкими, поскольку это также станет отличным подтверждением того, что в их жизни произойдут чудесные вещи. На этой неделе Вселенная будет на вашей стороне и произойдет много хорошего, но во многом это будет зависеть от вашей веры. Многие двери откроются, и ваша жизнь будет процветать. Но очень важно сохранять надежду на Бога. Поэтому я прошу вас написать мне сейчас. Каждую ночь ты плакала от усталости, думая, что твой момент никогда не наступит. С сегодняшнего дня во всех твоих битвах будет победа. Теперь напиши «Спасибо за все, папа». Чтобы твои тревоги были устранены и враг отошел от твоей души. Благодарю Тебя, Боже, за все, что Ты сделал в моей жизни. Я люблю Тебя и хочу отдавать себя Тебе все больше и больше. Доверьтесь Господу как своему единственному Спасителю, чтобы ваша жизнь была благословлена благодатью нашего великого Отца. Бог, ваш проводник, не верьте, что все потеряно, потому что наш Бог, за которым мы следуем, невозможен, и каждое существо реально. Напишите «Бог – мой проводник и сила». Для вашей битвы было объявлено много благословений. Бог просит вас быть сильными, потому что ваша победа очень близка. Чтобы все прошло хорошо, многое зависит от вашей веры. Бог объявил победу в Его битвах. Пусть все ваши заботы исчезнут из этого письма во имя Иисуса. Несколько ангелов были посланы, чтобы защитить вашу семью от любого вреда или опасности. Вот и все, сынок, потому что у тебя много веры. Дорогой Бог, я молюсь, чтобы Ты благословил меня и излил множество чудес в мою жизнь. Я с радостью жду будущего, полного процветания. Пожалуйста, благослови мою семью, чтобы мы могли жить в мире и общении. Позвольте мне воплотить все мои мечты в реальность. Аминь. Прошу Тебя, Боже, устранить любое зло, которое замышляется против меня. Я верю в Твою силу, которая направит меня. Боже, позаботься о тех, кто болен, но ежедневно ищет Тебя для милости Твоей и для поклонения Тебе. Благословляйте своих детей, особенно тех, кто живет один. Только вы можете изменить эту ситуацию сейчас. Аминь, но ты должен верить до конца, сын мой. Продолжайте сражаться,
потому что отсюда я проведу вас по дороге, полной цветов и вдали от шипов. Я верю вам на слово, Вселенная будет на вашей стороне, и вы привлечете изобилие в свою жизнь. Вас будет окружать множество чудес, потому что Бог избрал вас. Бог сделает вас преуспевающим человеком, но вам нужно твердо верить в это. Дорогой Бог, спасибо Тебе за Твое ежедневное обеспечение. Я безмерно благодарен за все благословения, которые Вы мне дали. Спасибо, что заботишься обо мне. Господь Иисус, я хочу полностью отдаться Тебе, без Тебя я ничто. Я желаю идти по Твоему пути и никогда не отклоняться от него. Отец, исцели всех больных, которые идут по Твоему пути. Освети мой путь, чтобы я мог быть процветающим и достичь своих целей. Удали от меня все зло, Отец. Не позволяй врагу радоваться, свергнув меня, потому что я его сын. Береги мои проекты, подставь передо мной руку, чтобы все прошло хорошо и никакая зависть меня не остановила. Если ты веришь в Бога всем сердцем, напиши «Я люблю тебя, папа». Бог говорит, что вы будете благословлены во имя Иисуса. Прежде чем этот месяц закончится, вы станете живым свидетельством и заставите замолчать всех тех, кто в вас не верит. Бог говорит: «Приди, взыщи мое лицо рано утром». Сегодня я передам тебе мощное послание, которое заставит тебя почувствовать. Я люблю тебя, мой голос проник в твои уши и коснулся твоей души. Этим утром я произнес твое имя, пока ты спал. Верой и молитесь в своем духе за свою жизнь и свою семью. Но завтра, когда взойдет солнце, видишь ты это или нет, может быть, оно скрыто за темными облаками, а может быть, твои глаза устали и не осталось сил, но ты прекрасно знаешь, что солнце здесь. Точно так же и мое присутствие здесь. Я не завишу от того, чтобы ваши эмоции проявили вас. Я не жду, что вы с мужеством встанете и помолитесь, и я не сержусь, если вы заснете. Я оживлю твой дух, чтобы ты продолжал мечтать во сне, молиться, взывать к моему святому имени, и чтобы ты ходатайствовал за своих детей и людей, которых ты любишь. Мне нравится видеть тебя, когда ты просыпаешься с такой живой верой, когда ты встаешь с постели с мужеством, чтобы взглянуть в лицо жизни, когда ты не съеживаешься перед лицом своих конфликтов, а смело встречаешь их. Ты делаешь меня счастливым, когда я вижу, как ты склоняешь лицо и тихо произносишь молитвы. Я могу пойти, потому что твои губы шевелятся, но твое сердце плачет, и крики твоей души громче слов, вылетающих из твоих уст. Я очень хорошо знаю твою печаль, твои разочарования, раскаяние в своих неудачах, боль, вызванную твоими грехами, и тюрьму одиночества, в которой тебе пришлось жить из-за твоих бунтов. Но знаем только мы с тобой. Не волнуйся, я никому не скажу. Продолжайте говорить. Мне нравится чувствовать твою веру. Слушайте меня каждый день, пока не поймете, что вам не нужно продолжать страдать в этой жизни, и если вы будете следовать традиции всегда нести бремя своей вины. Прими мое прощение, позволь своему бремени двигаться вперед и не оглядывайся назад. Впереди вас ждут благословения, на которые вы надеетесь. В дни, когда много дверей, они откроются, и из тяжелых облаков на вас прольется прекрасный дождь процветания. Но помните, что все начинается здесь и сейчас. Преклоните колени, молитесь, хвалите, поклоняйтесь. Скажи мне, чего ты хочешь, или молчи.
Твое сердце говорит с тобой и продолжает обожать меня. Хотя твои губы и закрыты, твои слова сладкие и прекрасны, рождены из твоей души, и только я могу их понять и услышать. Приходите каждое утро, не переставая, и я покажу вам свое чудесное благословение на вашем пути. В течение дня вы увидите, как я забочусь о своих врагах. Все те, кто желает причинить вам неприятности, окажутся в замешательстве, но вы будете процветать в пустыне и возродитесь из пепла. Вы поймете эту великую цель, которую я поставил для вашей жизни. Почувствуйте, как ангелы летают вокруг вас. Моя армия разбивает лагерь и защищает вас от атак пожирателя. Никакая болезнь не властна над тобой, никакие заклинания и колдовство. Многие думали, что ты не поднимешься, но некоторые будут плакать от зависти, а другие будут рады тебе. Многие придут и предложат свою поддержку, но другие уйдут с ненавистью. Не держите зла ни на кого. Простите всех. Это я благословляю тебя и превозношу тебя, воздвигаю стены вокруг тебя, чтобы зло не достигло тебя. Я ваш пастырь, ваш кормилец, ваш божественный врач, лекарство от ваших болезней. Я мудрый горшечник, который с любовью лепит из вас полезный сосуд, полный благословений. Не забывай, что у нас с тобой есть договор. Я не просил у вас денег, мне не нужны ваши материальные блага. Отдай мне свое сердце, свой разум, свою волю, свое желание добиться успеха. Дайте мне свои мечты и желания, потому что я преобразую и приумножу их. Вы достигнете таких великих триумфов, о которых вы даже не мечтали. Вы станете источником благословения для миллионов. Я хочу, чтобы вы еще раз прослушали это послание и нашли тайну, скрытую в этих словах. Наконец, вы поймете ключ к прекращению вашей борьбы и сражений. Давай, слушай терпеливо. Слушайте спокойно. Оставьте беспокойство в стороне и дайте мне несколько минут, чтобы наполнить вас своим покоем. Я открою тебе свою волю, и ты почувствуешь, что я действительно люблю тебя. Аминь. Бог говорит: придите и ищите моего мира. Плачьте обо мне день и ночь, не переставая. Сохраняйте свою позицию веры и надежды, когда вы приходите ко мне. Зная и твердо веря в мое существование и мой быстрый ответ, я рад видеть ваш поверь, даже если дела пойдут не так, как ты ожидал, ты должен еще раз довериться мне всем своим существом, поскольку я работаю в твоей жизни, чтобы благословение пришло в твою семью и твой дом. Если вы думаете, что потеряли что-то материальное, задумайтесь. Ваша жизнь в моих руках, и я желаю вам благополучия, вашего роста, твердости вашей веры и вашей силы. Я верну те вещи, которые, как вам казалось, вы потеряли, но сделаю это еще больше и прекраснее, превосходя даже ваши просьбы. Поэтому нет смысла переживать или плакать о том, чего у вас сегодня нет. Сосредоточьтесь на том, чтобы любить меня, любить свою семью, исполнять мою волю и с верой ожидать прихода благословений. Материальные вещи приходят и уходят. Не позволяй душе твоей грустить. Ничего не потеряно. То, что враг украл у вас, и все прекрасное, что у вас было в прошлом, вернется. Но на этот раз они будут лучше, чем раньше. Отдай мне свое сердце. Сейчас я хочу дать тебе покой, которого ты так желаешь, но ты должен отдохнуть телом и душой. Отдайте в мои руки те заботы и мысли, которые не дают вам спать по ночам.
Вы должны поверить мне, ваше будущее не является неопределенным. Я слышу ваши ночные слезы и ваши сомнения относительно того, как добиться прогресса в разгар этого кризиса. Сегодня я вам отвечаю, вы будете двигаться вперед со своей верой. Вы очень окрепли, ваша вера сильна. Согласитесь со мной, вашей веры и моих обещаний достаточно, чтобы вы могли ходить по воде и испытывать чудеса в своей жизни. Не бойтесь ничего и никого. Каждое утро просыпайтесь полным воодушевления и сил. Вы смелы, и вашей веры достаточно. Сегодня я вложил этот сияющий меч в твои руки. Чувствовать. Это мое слово, которому вы доверяете. С сегодняшнего дня используйте его, когда сталкиваетесь с трудностями. Я буду рядом с тобой, сражаясь вместе с тобой. Я люблю тебя и прихожу утешить тебя в этот день. Я хочу дать тебе силу, которая тебе нужна. Дай мне время и ищи меня всей душой. Вам нужно отдохнуть и восстановиться. Ты прошел через многое, и я не хочу, чтобы ты грустил. Не позволяйте унынию войти в вашу жизнь. Вы знаете, это не совпадение. То, что я говорю вам, правда, и вы получите эти слова в свое сердце, когда прочтете их. Дай мне руку, вставай. Я дам вам силы двигаться вперед на этом этапе вашей жизни. Ваша вера должна быть обновлена и сохранена. Вы не должны быть пассивными. Ваша духовная жизнь должна быть активной. Не позволяйте тому пламени, которое приносит вам радость, погаснуть. Не принимайте тьму, которая пытается разрушить вашу жизнь. И если ты хочешь продвинуться и достичь более высокого уровня, ты должен поверить мне, когда я говорю, что люблю тебя и хочу наполнить тебя своей любовью. Получить это. Не оправдывайтесь и не прячьтесь за своими ошибками. Я выбрал тебя, чтобы благословить тебя, потому что хочу, чтобы так и было. Я выбрал тебя для любви, и это то, что я делаю. Я не играю твоими чувствами и не лгу тебе. Я не предлагаю вам пустых вещей. Откройте глаза и посмотрите. Я предлагаю тебе величайший дар во Вселенной, мою любовь, мое прощение, мою благодать и мое спасение. Скажи мне, что ты веришь в меня, что ты принимаешь меня, что ты отдаешь мне свою жизнь и что ты открываешь свое сердце. Оглянись вокруг, оцени все блага, которые я тебе даю. Берегите их, они ваши. Ты говоришь, что любишь меня, и я знаю, что это правда. Так что цени то, что я делаю для тебя. Это показывает вашу любовь и преданность. Приходите и слушайте мое слово каждый день. Всегда обращайте на меня пристальное внимание. Послушай меня и открой свое сердце, чтобы понять и повиноваться мне. Мое желание – любить тебя и благословлять тебя. Вы должны поверить мне, мое благословение для вас не зависит от вашей собственной силы или вашего совершенства. Это зависит от моей силы и моей любви. Если я захочу сделать с тобой великие дела, я это сделаю. Если я хочу наполнить вашу жизнь добротой и милосердием, я это сделаю. Я обеспечу все, что вам нужно, и дам вам еще больше. Но я прошу вас изменить свою жизнь и свое сердце. Я знаю, что ты любишь меня всей душой и что ты отдашь их мне. Дорогой Бог, я глубоко благодарен за то, что дал мне жизнь и позволил мне проснуться сегодня и встретить этот новый день.
Мое самое большое желание – найти вас и попросить с верой и искренностью, чтобы вы благословили мою семью и меня. У нас много нужд, Господь, и именно поэтому я смиренно преклоняю колени перед Твоим присутствием, ища Твоей помощи в испытаниях, через которые я прохожу прямо сейчас. Я больше не смогу их терпеть, и если я впаду в отчаяние, моя семья сильно пострадает. Молю Тебя, Господи, дай мне сил выйти из этой ситуации и выйти победителем. Я взываю к Тебе с отчаянием и слезами, потому что я так страдаю. Ты знаешь мои страдания и неоднократно говорил мне, что любишь меня. Однако сегодня мне отчаянно нужно, чтобы Ты ярко показал мне эту любовь. Прошу Тебя очистить мой организм от недугов и недугов. И помоги мне посреди этих трудностей. Открой мне дверь и дай мне ответ, который мне так нужен. Мне нужно найти решение, чтобы положить конец этой ситуации. Иногда мне кажется, что я близок к поражению и безысходности, и единственное, что мне остается, это оставаться здесь, на коленях, умоляя Тебя не допустить моей гибели. Я знаю, что Ты меня слышишь, я верю и доказал это. Несмотря на мои ошибки и слабости, Ты не бросил меня. Иногда я чувствую себя одиноким и покинутым людьми, которых люблю, но Ты протягиваешь руку помощи, ласкаешь мою голову, говоришь с моим сердцем и побуждаешь меня идти по воде сквозь шторм. В этот момент, когда Вы снова услышали меня, моя душа наполняется чудесным покоем, а мой разум наполняется прекрасным спокойствием. С верой и уверенностью я знаю, что Вы поможете мне с победой преодолеть эти испытания. Я заканчиваю свою молитву и свое прошение плачем, но уже не с болью, а с радостью, потому что знаю, что Ты услышал меня и несешь мое отчаяние. Я знаю, что Ты будешь сопровождать меня днем и что, когда наступит ночь, Твое спокойное и безмятежное присутствие позаботится о моих снах. Ты шепнешь мне на ухо, что любишь меня, Ты обнимешь меня и утешаешь. Спасибо, Боже мой, что покрыл меня сегодня своей божественной любовью. За то, что Ты вытер мои слезы своими знаками привязанности. Я верю, что Твоя милость и сила останутся и что моя боль прекратится. В моей семье будет радость и мир. Как мне повезло, и я Вам огромное спасибо. Во имя Христа Иисуса. Аминь. Господи, сегодня я просыпаюсь с глубоким желанием благодарности видеть, что Ты продолжаешь оставаться любящим и милосердным Богом. Я благодарю Тебя за прощение нас и за чудесный дар новой жизни в Тебе. Твоя любовь совершенна, Ты наш добрый Бог. Никогда не подведи нас и не оставляй нас. Ты остаешься верным. Ты говоришь, что ничто и никто не сможет разлучить меня и моих близких с Тобой. Мы молимся с верой, возлагая надежду на Его любовь, чтобы она наполнила нашу жизнь своей неисчерпаемой силой. Таким образом, мы можем изменить этот мир к лучшему, оказывая почтение своими действиями и мыслями, делая добро тем, кем мы являемся. Мы поможем тем, кому сможем, и проявим милосердие даже к тем, кто желает зла. Благодарю Тебя, Господи, за то, что Твоя любовь бесконечно терпелива и добра. Дайте нам терпимость к окружающим и помогите нам распространить такую же доброту на других. Мы благодарим Вас за то, что Вы научили нас тому, что настоящая любовь не завидует и не ревнует. Отец, я от всего сердца восхваляю Тебя за Твою верность, постоянную поддержку и великое сострадание. Признаюсь, что Ты мне всегда нужен, и что моя жизнь усложняется, когда я отдаляюсь от Тебя.
Когда я пытаюсь что-то делать в одиночку или впадаю в свои человеческие слабости, в такие моменты я открываю дверь мыслям и убеждениям, которые ослабляют мою веру. Я обращаю внимание на мнение тех, кто тебя не любит, и ценю то, что слышу от людей, которых даже не знаю. Моя истина и мое будущее в вашей любви и вашем слове, а не во мнениях или советах тех, кто в вас не верит. Укрепи мой разум отвергать всякую мысль, противоречащую Твоим заповедям. Благодарю Тебя за Твое присутствие, возлюбленный Отец, за то, что позволяешь нам пережить обновление, очищающее наши души. Мы просим, чтобы Твой прекрасный Святой Дух наполнил все наше существо, как пресная вода во время засухи. Пусть Ты вселяешь смелость в наше уставшее тело, и пусть то дыхание жизни, которое только Ты можешь дать, насытит наше жаждущее сердце. Аминь. Сегодня ваши ангелы собираются сделать для вас что-то большое. Ангелы говорят, что следующая глава вашей жизни заставит некоторых людей пожалеть, что они относились к вам лучше. В этом году вы столкнулись со многими проблемами, но вам посчастливится иметь хороших людей, которые всегда будут рядом с вами. Ангелы говорят, что эти люди слишком рано праздновали, думая, что вы потерпели неудачу. Они думали, что это конец, и надеялись, что вы никогда не выберетесь из этой ситуации. Ангелы говорят, что они были очень неправы, потому что это было только начало их благословений. Ангелы говорят, никогда не соглашайтесь на меньшее, чем вы заслуживаете. Вы достаточно много работали на протяжении многих лет, и пришло время поставить себя на первое место и не чувствовать себя виноватым. Вы должны быть собой выше всех остальных. Ангелы говорят, что вы должны точно решить, чего вы хотите в своей жизни, и отпустить все, что отвлекает, мешает и мешает вам создавать то, что вы заслуживаете. Вы достойны этого и можете это сделать. Ангелы говорят, что вскоре кто-то заставит вас осознать свою ценность. Введите 1111 и поставьте лайк этому видео, если верите, что Бог обильно благословит вас и превзойдет ваши ожидания. Ангелы говорят, что нужно быть благодарным за каждое мгновение, стараться быть в настоящем моменте, а не беспокоиться о своем будущем. Несмотря на обстоятельства, примите решение сделать все возможное прямо сейчас. Ангелы просят вас поверить, что вы получите то, что вам нужно, и тогда, когда вам это понадобится. Помните, что трудности – это еще и благословение, потому что они помогают вам сортировать и создавать ту жизнь, которую вы предпочитаете. Ангелы говорят, что этот новый сезон принесет благословение, ответы на ваши молитвы, исцеление вашего сердца, душевное спокойствие, благодать в ваших отношениях и счастье в вашем доме. Ангелы собираются направить вас в такое состояние, когда вы ожидаете чего-то неожиданного. Это может быть внезапная чудесная перемена и возможность мгновенного разрыва отношений. Ангелы просят вас отпустить ситуацию и поверить в то, как все обернется. Больше доверяйте, больше верьте и будьте открыты для получения. Напишите «Спасибо, Бог» и поделитесь этим видео с 5 людьми, которые верят в Бога. Всем, кто смотрит это видео, пусть ваши враги никогда не празднуют ваше падение, пусть вы никогда не пройдете через то, через что они хотят, чтобы вы прошли, пусть вы всегда разочаровываете их своим успехом. Выслушайте следующее утверждение, чтобы проявить это послание. Мои враги никогда не будут праздновать мое падение, никакое зло, созданное против меня, не будет процветать, моя ситуация никогда больше не будет разрешена божественным источником,
я привлекаю положительную энергию в свою жизнь. Я никогда не потерплю поражения. Я никогда в жизни не буду неудачником. Жизнь, благодать и милосердие будут сопровождать меня во все дни моей жизни. Напишите с Божьей благодатью, чтобы подтвердить, что все негативное, что заставляло вас плакать на протяжении многих лет, исчезнет и будет заменено счастьем, благословениями и любовью. Я знаю, что вы долгое время боролись финансово, духовно и эмоционально. У вас доброе сердце, и люди по-разному оскорбляли вас. Вас предавали во многом, но вы находитесь в центре бури, потому что я с вами. С вашей верой любое оружие, созданное против вас, не принесет успеха. Не бойтесь, я изменю ситуацию в вашу пользу и поставлю вас впереди ваших врагов. Сохраните вашу веру. Бог говорит, что очень гордится тобой, так держать. Я благословлю вас неожиданным образом, это только начало. Я знаю, что в последнее время вы задаете себе вопросы и задаетесь вопросом, достаточно ли вы сильны и хороши, чтобы сделать то, что я положил вам на сердце. Это послание призвано напомнить вам, что вы можете сделать все через Христа. Не сдавайтесь и не позволяйте страху забрать ваши мечты. Помните, что я с вами, и у вас все получится, вы сможете это сделать. Я превращаю вашу боль в силу, ваши страхи в сосредоточенность, а ваши трудности в решимость. То, что враг задумал во зло, я употреблю во благо. Поверь, у меня есть отличный план на твою жизнь. Не сдавайтесь. Я знаю, что ваши финансы, здоровье и отношения находятся под угрозой. Это всего лишь знак того, что вы близки к своей великой победе. Враг сражается против вас и вашей семьи, но я провозглашаю мир, победу, исцеление и благословение вашей жизни. Мое слово окончательное, так что вставайте и смело начинайте свой день, потому что благословения, о которых вы молились, уже у вашего порога. Я постановляю, что угнетение будет сломлено, а ваши финансы умножатся. Молитесь сегодня, чтобы Бог коснулся вашего здоровья, вашего дома, вашей семьи, вашей веры и ваших финансов. Аминь. Сегодня я приглашаю вас открыть двери своей души и позволить моему присутствию царить в вашем доме и в вашей жизни. Вы увидите, как многое изменится, и вас ждет сверхъестественная жизнь. Стены падут, узы исчезнут, и вас ждут бесчисленные благословения, когда вы выберете меня своим проводником. Каждый день вы будете безопасно приближаться к изобилию, которое вас ждет. Вам уготовано прекрасное и светлое будущее, поскольку я вдыхаю в ваше сердце ветер жизни. Ничто и никто не сможет победить вас, пока я веду вас на зеленое пастбище. Ваши враги и проклятия не смогут приблизиться к вам, потому что у вас не будет недостатка ни в чем, потому что я обеспечу. Поскольку моя любовь к тебе огромна, я буду продолжать любить тебя вечно. Аминь. Пиши: «Я все еще люблю тебя, папа», каждый день. Я покажу тебе разными способами, как я тебя люблю.